Благотворительный фонд «Мял» совместно с Республиканским хоккейным центром собирают команду по слэдж-хоккею. Здесь ждут особенных ребят с нарушениями опорно-двигательной системы, с синдромом Дауна, аутизмом. Инвентарь будет подобран для каждого спортсмена индивидуально. Ингушетия станет очередной точкой на карте России, где будут развивать этот паралимпийский вид. Репортаж Хавы Гагиевой. Призыв Лейлы Дзейтовой звучит убедительно. В республике формируют первую команду по слэдж-хоккею. Здесь для ребят не будет никаких ограничений, а самое главное, они станут поддержкой для друг друга. Они чувствуют, что от них зависит, как команда будет работать. И тренеры, которые с ними занимаются, от них требуют, и они эту ответственность чувствуют. И, как обычно бывает, в любом ребенке, в любом человеке, когда команда ждет от него результата, он этот результат дает. Ребята с нарушениями опорно-двигательной системы, синдромом Дауна и аутизмом. Играть может каждый, но сперва осмотр у врача-реабилитолога. Обучение будут проводить квалифицированные преподаватели, которым еще предстоит пройти курсы повышения квалификации. Среди них и Ваха Гадабошев, старший тренер детской хоккейной команды. Принцип сильно не отличается. Единственное, что ребята работают больше руками, соответственно, на санях. Набор, я думаю, что у нас придут ребята, и мы начнем с ними заниматься. Соответственно, будет нелегко, но, опять же, я повторю, что зависит все от них. Если у них будет желание, любого ребенка, если есть желание, то с ним очень легко работать. Надежная экипировка, специализированные сани и звучащая шайба. Спортинвентарь для ребят будет подобран индивидуально и сделан на заказ. Каждому подберут с учетом его специфических особенностей. Никаких границ, а лишь цели и задачи для достижения желаемых результатов. В свою очередь мы предоставим все условия для благоприятного тренировочного процесса нашим детям. Предоставим хоккейную экипировку. Во-первых, это паралимпийский вид спорта. Если дети захотят уже профессионально в будущем заниматься, они могут выступать на соревнованиях. Мы планируем проводить соревнования по этому виду и в нашей республике, и выезжать в другие регионы, там, где развивается этот вид. С 1994 года слэдж включили в программу Паралимпийских игр. В России этот вид спорта начали развивать сравнительно недавно. Детские команды есть только в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и Чебоксарах. Юные спортсмены уже продемонстрировали желание тренироваться и показывают неплохие результаты. Я стараюсь, у меня получается все. Старается, у него все получается. Как все? Не все, конечно. Все у тебя получается. Первый матч с командой союзников проведут, как только наберут основной состав. А пока встать на коньки и попробовать себя в традиционном катании решила и наша съемочная группа. Однако вышло это не самым лучшим образом. Записаться на бесплатные занятия может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в благотворительный фонд «Мял» или администрацию Ледовой арены. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.